Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар. Добрый день, уважаемые дамы и господа. В своем выступлении мне хотелось бы рассказать о тех достижениях и вызовах, на которые сегодня отвечает система образования. Если судить по вопросам, которые мне поступают по электронной почте, задаются во время приемов граждан или выездов в регионы, людям не хватает информации о том, что происходит в образовании сегодня, и как реформы, которых они слышат или читают, отражаются непосредственно на обучении их детей. Поэтому сегодня я постараюсь остановиться на ключевых вопросах развития системы образования. Как вы знаете, уже второй год подряд приоритетом для страны является развитие культуры. И этот год глава государства Алмазбек Шаршенович Атамбаев объявил годом нравственности, воспитания и культуры. Образование является значимой частью культуры. Именно благодаря системе образования дети, подростки, молодежь приобщаются к культуре Кыргызстана и осваивают лучшие культурные образцы других народов. Именно система образования наряду с семьей формирует у детей нравственные качества и закладывает ценности, которые становятся основой личности и определяют отношение к себе и к миру. Построение современной системы образования, где происходит не только обучение, но и воспитание, одна из важнейших задач для Кыргызстана. Хочу ответить на часто задаваемые вопросы по дошкольному образованию. Какие трудности вы видите в организации или осуществлении предшкольной подготовки? Что еще необходимо сделать, чтобы дети пришли к школе подготовленными? На протяжении последних лет в Кыргызстане все большее внимание уделяют раннему развитию детей. Это выражается в приоритетной поддержке дошкольного образования и развитии программ подготовки детей к школе. Дошкольное образование растет у нас достаточно быстрыми темпами. Так, например, в 2010 году было 594 государственных и 279 общинных детских сада. При этом охват составлял всего 13% детей дошкольного возраста. В этом году, согласно данным Министерства, в республике функционирует 1507 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования с охватом 173 200 детей, что составляет на сегодня более 20% от общего количества детей дошкольного возраста. Особенно показателен рост частных дошкольных организаций. Это во многом связано с упрощением лицензионных требований, которых Министерство добилось в 2015 году. Тем не менее, охват детей дошкольным образованием остается низким. В ряде стран СНГ он достигает 100% или приближается к этой цифре. К сожалению, пока не представляется возможным довести охват в Кыргызстане до уровня 1991 года. Это 34% детей. Поэтому развитию дошкольного образования уделяется самое пристальное внимание. Понимая необходимость создания равных стартовых условий всем детям, Министерство делает акцент на развитие программ предшкольной подготовки. За 10 лет программа подросла со 100 часов до 480 часов. Если 100-часовая программа давала возможность только привить детям некоторые наиболее важные учебные навыки и была недостаточна для социализации ребенка, то программа «Наристе» выполняет сейчас обе эти задачи. В 2016 году по программе предшкольной подготовки были обучены 137 951 ребенка. Для работы с шестилетками специально обучены все педагоги, работающие в классах предшкольной подготовки. И следующий шаг министерства — это проведение оценки качества реализации программы. Ведь именно вложения и финансовые, и социальные, и педагогические в раннее развитие ребенка, как показывает мировая практика, приносят государству в перспективе большие выгоды в виде более качественной подготовки специалистов и формирования ответственного гражданина. Предшкольная подготовка имеет еще один плюс. Она впервые скоординирована со стандартами школьного образования.
Что касается школьного образования, то здесь главные вопросы фокусируются вокруг содержания образования и эффективного обеспечения его качества. Согласно Конституции Кыргызстана, именно основное общее образование детей — это сфера ответственности государства. Кроме того, это самый массовый уровень образования. Сегодня в 2218 школах обучаются 1 174 682 ученика. И, наконец, именно школа закладывает у ребенка основы образованности, формирует тот культурный код, который позволяет выпускнику успешно адаптироваться в обществе и впоследствии в профессии. Среди документов, которые разработаны в последние годы и которые определяют общие принципы обучения в школе, назову государственный образовательный стандарт. Он говорит, что результаты обучения — это не просто знания, а компетентности обучающихся. Когда мы говорим «этот человек компетентен в чем-то», мы подразумеваем, что он не просто знает свое дело, но и умеет реализовать свои знания на практике. Поэтому и понятие «компетентность» в школе означает, что дети не просто должны запомнить какую-то информацию, а научиться применять ее в различных ситуациях, как в учебе, так и в жизни. Также хочется отметить, что сегодня школа стала более свободной и автономной, и этот процесс будет продолжаться. Например, идет изменение учебного плана, в нем закладывается школьный компонент, идет профилизация образования в ряде школ, работают лицеи, гимназии, которые отвечают потребностям детей в более глубоком изучении различных предметов. Переход к подушевому, так называемому нормативному бюджетному финансированию дал школам больше возможностей к саморазвитию. Учебный процесс в школе требует обеспечения ряда условий. В первую очередь, это наличие учебников для детей и дидактических материалов для педагогов. В 2016 году удалось довести оснащенность школ учебниками до 79%. Если сравнивать с 2010 годом, когда оснащенность учебниками достигала 62%, то прогресс очевиден. Однако министерство будет добиваться того, чтобы 100% учащихся имели учебники. Как показывает опыт других стран, в том числе соседнего Таджикистана, на 100% оснастить учебниками школы можно при условии введения аренды учебников. И сейчас разработан проект распоряжения правительства о порядке взимания арендной платы за пользование учебниками. Для пилотирования на базе 46 школ Джаильского района Чуйской области. Стоимость в год аренды одного учебника будет составлять порядка 20 сомов. Таким образом, весь комплект из 7-10 учебников на год обойдется в 140-200 сом. Столько стоит при покупке один учебник. И при этом дети из семей, которые находятся в трудных жизненных обстоятельствах, будут продолжать получать учебники бесплатно. Поскольку мы живем в информационном технологическом обществе, министерство сейчас активно работает над подключением школ к интернету. В 2017 году 775 школ должны будут быть подключены к интернету. Все школы также получат телевизоры, которые будут подключены к цифровому каналу Билим и Лим. Чтобы можно было использовать на занятиях обучающие материалы, пополняется национальный репозитарий открытых образовательных ресурсов. В нем сейчас 272 учебника и образовательных материалов. Министерству также удалось добиться получения неимущественных авторских прав для того, чтобы размещать в открытом доступе авторские материалы. Платформа репозитария разрабатывалась таким образом, чтобы с нее можно было скачать материалы как на компьютер, так и на планшет или телефон. Все эти гаджеты могут служить обучению. Все материалы можно скачать бесплатно, поэтому использовать их могут как школы, так и сами учащиеся. Школьная инфраструктура, безопасная образовательная среда, они являются одним из важнейших ресурсов образования.
Это вот его инфраструктура. Дети должны обучаться в чистых, теплых, безопасных школах. К сожалению, у нас более 600 школ, построенные до 80-х годов, и они выработали свой ресурс, поэтому в 2015 году правительством Кыргызской Республики была принята программа «Безопасные школы и дошкольные образовательные организации» в Кыргызской Республике до 2024 года. И президент Кыргызской Республики Алмазбек Шаршенович Атамбаев также отмечал на 3-м съезде работников образования, что через несколько лет в Кыргызстане не должно остаться ни одной аварийной школы. Поэтому на строительство и ремонт школ были выделены значительные средства. В результате только за прошлый год было капитально отремонтировано 98 школ, на что было потрачено более миллиарда сомов. В 2017 году эта работа продолжится. Важно также отметить, что строящиеся сегодня школы отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. Значительно улучшается состояние отремонтированных школ. Но также надо отметить, что до сих пор в ряде школ нет чистой питьевой воды, а школьные туалеты находятся на улице. Также во многих школах не обеспечены другие адекватные условия безопасности. Это свет и тепло, энергоэффективность, вентиляция и так далее. Эти факторы влияют на здоровье и заболеваемость детей. Представители местных сообществ мало информированы о современных стандартах экологической безопасности. Часто в школах не обеспечены необходимые условия санитарии, и показатели другой средовой безопасности они также остаются низкими. В то же время нам удалось добиться нормальных условий отопления школ. Прекратились отключения электроэнергии, что дало возможность не продлевать зимние каникулы, как было последние несколько лет. Однако необходимо все-таки, чтобы местные органы власти, которые отвечают за состояние школьной инфраструктуры, более активно занимались созданием благоприятных условий для обучения детей. Школа — это не только и даже, наверное, не столько стены. Это та атмосфера, которая создается коллективом школы, педагогами и теми условиями, которые могут обеспечить местное сообщество, родители, общественные организации. Говоря о психологической безопасности в системе образования, необходимо отметить, что школа не всегда имеет эффективные механизмы обеспечения психологического комфорта учеников. Школьная среда, как ни печально это признавать, является для некоторых наших детей стрессогеном. В школе должны быть созданы условия, при которых педагоги обязаны не допускать применения эмоционального, психического, физического насилия в отношении детей. Поведение учителя, который кричит на ребенка, оскорбляет его, теперь не просто противоречит педагогической этике, оно запрещено законом. И об этом надо помнить всегда. Министерство добилось несколько лет назад появления в школе социальных педагогов, которые должны помогать школе работать с детьми. Но необходимо возрождение всей службы психологической поддержки в школах, разрабатывать материалы для педагогов по вопросам формирования безопасной образовательной среды и практикам ненасильственного поведения в школах. И приоритетом здесь может стать разработка комплексного стандарта безопасной, здоровой образовательной среды в школах, к которой должны подключиться еще ряд министерств и ведомств, таких как Министерство здравоохранения, Министерство чрезвычайных ситуаций и другие. Большую роль в создании безопасной, толерантной и комфортной для детей и педагогов школьной среды, а также формировании личности учащихся в целом должно сыграть воспитание. В 2015 году в Кыргызстане была принята концепция воспитания школьников и учащейся молодежи Кыргызской Республики до 2020 года. На ее основе каждой организации образования были разработаны планы воспитательной работы. Однако анализ этих планов, а также самой ситуации в системе образования показал, что до сих пор не удалось подойти к проблеме воспитания комплексно. Воспитание во многих организациях образования рассматривается как набор мероприятий, которые необходимо провести и отчитаться по ним. Но на самом деле воспитание, как отмечено в концепции, это передача и приобретение опыта жизни
в обществе. И министерство будет дорабатывать концепцию воспитания, а также разрабатывать новый план действий. Он будет сфокусирован на воспитании кыргызстанца, который любит и уважает свою родину, бережно относится к культурному и природному богатству, толерантен в социальной, политической и культурной жизни. Пока это звучит как пожелание, наша же задача — найти действенные механизмы воспитания и на деле обеспечить условия, в которых дети и молодежь смогут проявить свои лучшие качества. Основные задачи профессионального образования. Профессиональное образование своей главной задачей имеет сближение систем подготовки кадров с рынком труда. Суммарно системы начального профессионального и среднего профессионального и высшего образования дает возможность более 300 тысячам молодых людей получать то профессиональное образование, которое они выбирают. Хотя до сих пор в Кыргызстане сохраняется так называемая перевернутая пирамида профессионального образования. Это 9% от числа обучающихся учатся в профессиональных лицеях, 28% в колледжах и более 60% в высших учебных заведениях. В системе начального профессионального образования за последнее время отмечены ряд инновационных направлений работы, которые постепенно принимают системный характер. Начиная с 2014 года ведется работа по пилотированию независимой сертификации профессиональных компетенций выпускников профессиональных лицеев, когда квалификационные экзамены принимают эксперты из числа работодателей в рамках различных проектов. Это увеличивает возможность трудоустройства получивших рабочие специальности на предприятиях республики. На уровне среднего профессионального образования число студентов за 10 лет возросло в 2 раза. Большинство выпускников колледжей, это более 70%, уже в течение первого года после выпуска находят себе работу по специальности. А по ряду специальностей трудоустройство составляет 100%. Растет интерес к этому уровню образования у работодателей, поскольку квалифицированные кадры среднего звена необходимы на всех предприятиях и фирмах. На уровне высшего образования установлен достаточно жесткий контроль за соблюдением предельного контингента студентов, благодаря чему на сегодняшний день количество студентов сократилось с 230 тысяч до 199 тысяч. Конечно, сокращение количества студентов — это не самоцель, а один из способов повышения качества образования, когда вузы избавляются, так сказать, от мертвых душ до студентов, потерявших связь с вузом или по разным причинам не выполняющим требования государственного образовательного стандарта. Кроме того, это и антикоррупционная мера. Еще одна мера, работающая одновременно и на повышение качества контингента студентов, и на сокращение коррупции, это зачисление студентов на основе результатов общереспубликанского тестирования. Министерство будет сохранять требования к достижению минимального балла. В настоящее время Министерство образования и науки готовит поправки в закон об образовании, многие из которых коснутся высшего образования. В частности, будет законодательно закреплен тот факт, что бакалавриат является полноценным высшим образованием, и выпускники, имеющие данную академическую степень, имеют право выбирать широкий спектр деятельности. Это важно и для самих студентов, и для работодателей, поскольку обеспечит сопоставимое понимание квалификации выпускников. Важнейшим инструментом измерения качества образования является аккредитация. В Кыргызстане уже создаются аккредитационные агентства и решаются вопросы разработки нормативной и правовой базы. И Министерство будет продолжать делать все необходимое, чтобы запустить процессы аккредитации в Кыргызстане. А Министерство образования и науки отвечает также за развитие вузовской науки.
Также является координатором работы 49 научно-исследовательских структур. Все они должны выполнять научные программы по актуальным для страны направлениям. Сейчас наиболее актуальная задача — это организовать работу Фонда науки для финансирования наиболее актуальных, фундаментальных, прикладных исследований и сформировать критерии оценки качества выполняемых учеными работ. В наступившем году, мы надеемся, научное сообщество более активно включится в реализацию планов устойчивого развития страны, обеспечивая их научное сопровождение и предлагая инновационные решения по важнейшим направлениям экономического и социального развития. И завершая свое выступление, хочу подчеркнуть, что именно образование является той сферой, где создается интеллектуальный капитал нации. Поэтому мы приложим все усилия, чтобы обеспечить наших детей и молодежь качественным образованием, которое позволило бы выпускать в жизнь людей, чьи профессиональные и личностные качества дали бы им возможность достойно жить и трудиться в нашем сложном и изменчивом мире. Благодарю за внимание.